Итак, всем привет. Это обзор по игре Valorant. Надеюсь, он вам понравится и вы сделаете должные выводы по этой игре. Приятного просмотра. Так, давайте начнем с того, что Valorant — это многопользовательский шутер от первого лица, разрабатываемый и издаваемая компанией Riot Games. И данная игра является их первым шутером от первого лица. Также вам Riot Games должна быть известна по таким играм, как League of Legends и Teamfight Tactics. Разработка игры началась еще в 2014 году, и создание первоначальной идеи для Valorant приписывают гейм-директору игры Джо Циглеру, о котором мало что известно. Я пытался найти хоть какую-то информацию о нем, но ничего по итогу так не нашел. Либо потом что-либо о нем станет известно, но пока же совершенно ничего. Но лично у меня есть догадка о том, что чем он занимался до Valorant. Это, скорее всего, он часами и месяцами напролет играл только Counter-Strike Global Offensive и Overwatch, конечно же. Выход игры намечается на лето 2020. Да. Давайте теперь перейдем к особенностям Valorant. Riot хвалится тем, что у их серверов имеется тикрейт 128. И для тех, кто не знает, что такое тикрейт, это временной промежуток, во время которого сервер синхронизирует полученные пакеты данных от вас с сервером и наоборот. Точнее сказать, это единица измерения. То есть благодаря такому высокому тикрейту игроки должны чувствовать более справедливую игру. Я сейчас приведу наглядный пример того, как работает тикрейт. Вот вы, например, играете, и ваши фактические движения выглядят вот так. А сервер же с минимальным тикрейтом будет считать иначе. Также, по словам Riot Games, благодаря инициативе Riot Direct, в рамках которой Riot заключает сотрудничество с интернет-провайдерами и помогает им перенаправлять пакеты таким образом, чтобы у пользователя всегда был низкий пинг и стабильное соединение. Вот в этом моменте немного идут проблемы именно для русскоязычной аудитории. В том плане, то, что у нас есть пакет Яровой, и из-за нее у нас, к примеру, нет обычного voice-чата. Там нельзя общаться с помощью голосового общения, то есть тупо нет voice-чата. Ну и, к примеру, вот когда я играл, у меня на правом верхнем углу все время стояло сообщение о том, что у меня высокий пинг. И тут, я думаю, все как-то нас, русскоязычных игроков, обделили в этом плане. И такие дела, я не знаю. Далее, это система античита Vanguard. Данный античит довольно-таки агрессивный, я бы сказал, и создавал многим игрокам ряд неудобств, такие как невозможность его отключения. Запускался он также без разрешения пользователя с запуском системы, и также влиял на производительность других программ. Но сейчас же его обновили, его можно теперь отключить. Типа Riot Games, они такие, знаете, с барского плеча разрешили другим игрокам отключать их античит. Но если же вы попытаетесь его отключить, то при следующем запуске Valorant он снова автоматически закачается. И у меня также возникали некоторые проблемы с данным античитом. Вот, к примеру, во время игры у меня множество раз вылетала игра благодаря этому самому античиту. Вау, что? Он мне сообщал: ошибка Vanguard античита, ошибка в работе программы Vanguard, перезапустите клиент игры, чтобы восстановить функцию противодействия нарушениям. Это я прочитал дословно, если что. Бан. За что? И мне из-за этого приходилось перезаходить в игру. И благо она после запуска соединяла с моим матчем.
Но все же это происходило так часто, что я уже был настроен максимально негативно к этому античиту. Папка умер давно. Почему? Короче, я верю в нашу молодежь. Да, здорово, Люсиайс. И, кстати говоря, Riot, восхваляя свой античит, согласно сайту hackerone.com, в разделе Riot, они обещали первому хакеру, который обойдет их античит, $100 тысяч вознаграждения. Но там также имеются другие расценки, если найдут, к примеру, вот тот хакер, который найдет уязвимость в этом античите, там, к примеру, к данным пользователям, которые откроют доступ к данным пользователей, то они также выплачивают 20 тысяч. Но за 100 тысяч, если там он сможет как-то добраться до ядра данной программы, типа, вот. Такие вот дела с их античитом. Теперь давайте перейдем непосредственно к самой игре. Сама игра создается на движке Unreal Engine, и она очень даже неплохо оптимизирована, и даже вообще после первого запуска вы сразу поймете, что игра запустится чуть ли не на любом ПК. Визуал здесь, как любит говорить большинство, оно мультяшное, а как бы я сказал, оно типа красочное. Но тут не подошло бы это слово, тут скорее подойдет такие слова, как блеклое или же серое, а слово красочное скорее подойдет к Team Fortress 2 и Overwatch. Игра сама по себе невыразительно по ряду причин, и визуал одна из них. И другие же это оружие, герои, то есть агенты и их спешалы, навыки ихние. И ультимейты, кстати говоря, они старались сделать максимально яркими и выразительными. Давайте перейдем к оружию. Тут мое мнение популярно с остальными. Тут все оружие в данной игре это просто рескин оружия из CSGO. К примеру, что больше всего бросается в глаза на первый взгляд, это пистолет Classic. Это аналогия Глока, который, можно сказать, задает настроение и формирует отношение к другим стволам в данной игре. Стреляй по воздушной цели. Воу. Точность очень важна. Подожди, тут альтернативный огонь какой-то? Займись ботами. Подожди. То есть это как Глок в контре. Он прям моментально, то есть не очередями, а прям моментально выпускает сразу 3 патрона. Он стреляет в точности как Глок, однако же с ПКМ вы не будете стрелять очередями, а одним выстрелом вы выпустите 3 пули. К примеру, как Мозамбик из Apex Legends. Тут дальше вы подберете в руки Фантом, который на самом деле будет являться чуть ли не как М-ка. По сути она и является М-кой. И потом уже перейдя в экран закупок, вы сразу заметите, что рядом с этим самым Фантомом находится Вандал, который просто является калашом. Там также имеется и мухобойка, которую тут назвали маршалом. Тут также есть оператор, который является АВП. И Один очень так отдаленно, но тем не менее похож на Негева из того же CSGO. То есть вы в течение всей игры
от начала этого самого обучения, вначале вы будете играть в обучение, где вы опробуете все эти пушки, у вас просто не будет уходить ощущение, что вы просто играете CSGO, но с каким-то визуальными изменениями, которые как будто бы поставили какой-то визуальный мод и все. Отскоки? Да ладно. Режим у данной игры в точности как в CSGO. Впереди Спайк, устройство, с помощью которого враг похищает наш радионит. Задача атакующих Радионит. установить Спайк. Задача защитников помешать. Что за Возьми чушь Спайк вообще? и установи его в выделенной зоне. Ну ладно. Ну это все для, знаете, школьников, чтобы они такие: о, интересно, что там в этой комнате, топ-секрет и так далее. Конспирологи и так далее, теорологи. Вот эти вот ребята, знаете. Надо выдерживать 4. После установки Спайк защитники попробуют его обезвредить. Я Вот. вышлю несколько ботов, а ты займи позицию в сарае и защити Спайк. То есть 5 агентов защитников и 5 агентов атакующих сражаются между собой на карте, в которой имеется от 2 до 3 точек с закладкой бомбы, которую здесь называют спайком. Здесь бомба — это спайк. Ну, вы поняли, короче, что должны делать агенты. Атакующие закладывают бомбу, а защитники должны разминировать бомбу, либо же просто убить всех агентов до конца матча, либо же просто тянуть время и там, ну, в точности как CSGO. Просто тут вам ничего знать-то и не надо. Убийство зарядили твой ультимейт. Он стреляет сквозь стены. Так что Я Отлично. охотник. Тренировка окончена. Опробовать Сука. другое оружие и умение можно на стрельбище. По Я готовности выдвигайся. Добро охотник. пожаловать в Лара. Твою мать. Какие тут кринжовые возгласы, походу, у героев. Так, давайте далее тут поговорим об агентах, о местных героях. Это по своей сути такие невыразительные персонажи, которые имеют одинаковый рост, вес и тому прочее. Разве что как-то визуально постарались их друг от друга отличить, и их также поделили по ролям. То есть это прям как моба-шутер, но Counter-Strike. Ну, очень странно эта игра воспринимается, и вам вначале будут доступны только 5 агентов, среди которых всего 3 являются хоть как-то полезны в бою, ну или как-то легко реализуемые в бою. Это Джет, Джейд и Феникс. Джет вы полюбите за блин, Джейд за то, что она умеет. Ты же можешь возродить, сучка, ставить стену, как Мэй из Overwatch. Она также умеет лечить и воскрешать других агентов, ну, прямо как Ангел Мерси из Overwatch. А Феникс же, ну, Феникс. Все, погнали! Вы его полюбите за то, что он лечит себя и воскрешает себя после смерти. Кстати говоря, воскрешение у Феникса и воскрешение у Джейд это является ультимейтами, а у Джет ультимейтом является какой-то шквал клинков, которые... Блин, ультимейт у этой женщины это вообще, конечно, полный бред. Кал какой-то. Требует очень большого аима, прям супер скилла у вас, а также он как-то на деле
мне показался очень слабым ультимейтом, он просто максимально бесполезен, как по мне. Я его просто никак не мог нормально использовать, видимо, у меня же руки кривые. Вот. Ну, также тут у всех персонажей имеется навыки, которые являются дымкой, как в CSGO, либо флешкой. Но дымка тут работает совершенно, так сказать, иначе. Это на самом деле просто как прозрачный щит Уинстона из Overwatch, либо Гибралтара из Apex Legends, но данная дымка не является ни щитом, и он не прозрачный. Ты просто будешь, когда находиться внутри, это будет просто купол, который окружен тупо дымом, ну, что-то в этом роде. Его, конечно, можно всячески реализовать, но я бы сказал, это единственная отличительная черта Valorant от CSGO, возможно, или Overwatch. Они вот придумали такой вот навык. Подведя итоги, хотелось бы сказать, что, скорее всего, игра 100% возымеет успех. У Riot Games имеется миллионная аудитория, мягко говоря. Также сейчас на рынке мультиплеерных шутеров стоит такой большой застой, и каких-то более новых и хороших игр все не появляется. И Valorant, скорее всего, Riot Games, скорее всего, этими пользуются. То, что они вот как бы следят за рынком, смотрят, что сейчас вот народу уже начинают приедаться их нелюбимые игры, и выпускает свой вот такой вот быстренький, дешевенький Valorant. Да, он, кстати, будет бесплатным при выходе летом 2020, так что он будет очень популярным, и надеюсь, к тому моменту, если он, просто надеюсь на то, что он станет более годным, каким-то иным, что ли, на это надеяться не стоит, потому что такие большие изменения, скорее всего, не завезут в такую игру. Возможно, просто завезут какие-то карты, они добавят каких-то деталей в эти самые карты, которые выглядят очень пусто. Также, возможно, видоизменят героев. Также скины на оружие, на ножи и тому прочее. Это вообще полнейший кал. Они стоят очень дорого, там, не знаю, 3000 рублей или типа того. Даже 5000, по-моему, точно не помню, но все очень сильно жаловались на то, что они стоят дорого. И, не знаю. Сейчас, благодаря этому самому закрытому бета-тестированию, Riot Games придут к тем выводам, но, кстати говоря, на закрытом бета-тестировании эти самые скины продаются, то есть их можно купить за реальные деньги. Но это же бред вообще полнейший. Идиоты ведь покупают эти ссаные скины, боже. Ну ладно. Игра, конечно, выглядит очень дерьмово, на самом деле. Она просто ужасна. И в нее играть в соло это вообще не рекомендую, только в команде друзей. А так, даже если вы будете играть с друзьями, то, скорее всего, после этой игры вы просто нахер ее дропнете и пойдете в CSGO. Пока же игра выглядит как полное дерьмо, и, к сожалению, никак вообще. Никак, ни рыба, ни мясо. Просто будем ждать лета 2020-го. Пока на этом все. И ставьте лайки, подписывайтесь, заходите на Twitch канал. Там можете, не знаю, пообсуждать мой обзор и так далее. Это мой, кстати, первый обзор, и поэтому жду от вас комментариев и какого-то фидбэка. Пока на этом все. Всем спасибо.